К сожалению, зачастую жалобы, которые поступают в Банк России от граждан республики, содержат претензии к страховым организациям о том, что они не в полном объеме проинформировали своих клиентов. Например, страховые организации не раскрывают клиентам информацию о том, что инвестиционное страхование жизни это не является банковским депозитом, о том, что доход по этому страхованию не является гарантированным, а также деньги, которые вкладываются в этот продукт, также не страхуются государством. Теперь с учетом вновь введенных требований страховщики и банки-посредники должны раскрывать своим клиентам полностью всю информацию, давать информацию о порядке расчета инвестиционного дохода, информацию о том, что инвестиционный доход не является гарантированным, размер агентского вознаграждения, а также порядок и условия возврата денежных средств при досрочном расторжении договора. Подтверждением о том, что клиенты ознакомились с характеристиками данного продукта, будет являться подпись, собственноручная подпись на договоре или так называемая галочка в соответствующем поле, если договор заключается в электронном виде.